День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Выборы главы Якутии народных депутатов пройдут 10 сентября. Республиканский парламент на этой неделе принял постановление о назначении даты выборов. В Якутске продолжается ремонт взлетно-посадочной полосы. Уже со следующей недели главная воздушная гавань региона сможет принимать среднемагистральные самолеты. Власти Якутии намерены запросить доп. Финансирование на завершение строительства Жатайской судоверфи. Расскажем, как идет строительство. Олимпийский резерв Якутии в столице проходит спартакиада учащихся, возрожденная по инициативе Айсена Николаева. ДСХ Олонхо осталось чуть больше 2 недель. В этом году празднования республиканского масштаба пройдут в Эмиконском районе. Глава Якутии Айсен Николаев 8 июня выступил с отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2022 год, в том числе по вопросам, поставленным Госсобранием Илтумен. За 5 лет парламент принял 600 республиканских законов, из них поддержал 125 законодательных инициатив главы республики и 148 законопроектов правительства региона. На заседании парламента назначена дата предстоящих выборов главы республики и депутатов Илтумен. Сами выборы пройдут 10 сентября. Мы приняли ряд законов, которые касаются увеличения социальных выплат, в частности молодым семьям и так далее. Очередное. Но это адресная финансовая помощь получается. Мы подвели сегодня итоги. По этим итогам видно, что принято всего 618 законов Республики Саха-Якутия по итогам 5 лет деятельности. Более 1200 постановлений Государственного собрания Илтумен. Это, конечно же, все было сделано в очень сложный период пандемии коронавирусной инфекции, в период проведения специальной военной операции. По информации ЦИК Якутии, в этом году в республике запланирована 61 избирательная кампания. Якутяне будут избирать главу региона, депутатов парламента республики и Якутской городской думы. А также обновлятся составы районных советов депутатов в 21 районе. В 9 районах состоятся выборы глав. Кроме того, в Якутии запланированы выборы поселенческого уровня. Это избирательная кампания глав 21 поселения и выборы депутатов 7 представительных органов. На сегодня завершена работа по формированию участковых избирательных комиссий, количество которых составило 785. В осенние выборы будут вовлечены порядка 7000 человек. Если завтра будет публикация, мы так намерены обеспечить публикацию в средствах массовой информации, значит, на следующий день, 10 числа, начнется процедура выдвижения кандидатов на этих выборах. Региональных, на выборах главы республики и на выборах народных депутатов. Но есть требования закона, в соответствии с которым на должность главы выдвигается только политическими партиями. Я знаю, что политические партии также будут выдвигать своих представителей на своих конференциях. Но с завтрашнего дня мы ждем. Глава республики Айсен Николаев на этой неделе работал в Заречных на слегах Хангаласского района. Первым делом он посетил село Кирдем, где принял участие в презентации обновленной Николаевской церкви. Затем в селе Кочекадцы встретился с сельхозпроизводителями. Подробнее расскажет Виолетта Засимова. Николаевская церковь по прямому назначению использовалась с 1920 года, но с установлением советской власти здание церкви отдали под избу-читальню. Сейчас церковь является объектом культурного наследия регионального значения и входит в состав историко-этнографического музейного комплекса «Самартай». В начале 2020 года стало известно, что в рамках празднования столетия Якутской ССР на реставрацию Николаевской церкви из федерального бюджета выделят средства в размере 30 миллионов рублей. Работы шли в 2 этапа и завершились в декабре 2021 года. Мы сегодня на самом деле лучше узнаем свою историю, узнаем свое прошлое. Я всегда повторяю слова о том, что если мы не будем знать и не будем гордиться своим прошлым, то у нас не будет светлого будущего. Свой вклад в возрождение церкви внесли и жители Хангаласского улуса. Наш фонд совместно с обществом Хангалас, совместно с нашими жителями, нашим населением Хангаласского улуса внесли свою лепту
внутреннее убранство купили за счет фонда, который собрали всем миром. В стенах обновленной церкви архиепископ Якутский Ленский Роман провел церемонию освящения. Господу помолимся. Николаевская церковь будет выполнять функции храма для богослужений и станет одной из достопримечательностей села Кердем. Здесь будут проводиться различные мероприятия. Пусть это и крещение детей, пусть это прошения различные, да, будь то обрядовые церковные мероприятия, святые наши церковные праздники. Эта церковь будет работать как действующая, и она будет у нас и как музейный объект, потому что такую красоту от населения, от туристов, от желающих посмотреть мы скрыть не можем. Далее глава региона отправился в соседний Наслек, Качекадский, где посетил пашни сельхозкооператива «Хачекад», председателем которого является Роман Куприянов. Основное направление деятельности кооператива – выращивание зерновых культур. Айсен Николаев вместе с Романом Куприяновым испробовали новую технику сельхозпредприятия, полученную в рамках технической модернизации на лизинговой основе. Это высокомощный пропашной трактор, посевной комплекс гибридного типа и дисковая барана. Короче говоря, он одобряет самая подходящая техника для вашей работы, при том этим большим объемом полей, это вполне устраивает. Я, как говорится, еще намерен второй такой трактор приобрести на будущий год. Сидя в кабине трактора, глава региона и фермер обсудили насущные вопросы, касаемые сбыта зерна и механизма лизинговых сделок. Завершилась рабочая поездка Илдархана в Заречные Наслеги обедом на свежем воздухе за беседой с местными сельхозпроизводителями. Виолетта Засимова, Илья Сыромятников, Хангаласский улус. Республика продолжает контролировать пожары в регионе. Особый противопожарный режим сегодня установлен на территориях Абыйского, Алданского, Амгинского, Вилюйского, Алекминского, Усть-Алданского и Венепотентайского районов, а также Якутска. С начала сезона проведено 744 патрулирования, по результатам которых составлено 98 протоколов об административных правонарушениях. В целях обеспечения пожарной безопасности граждан призывают воздержаться от посещения лесов. Сегодня у нас зафиксировано с начала пожароопасного сезона 25 лесных пожаров. Это на площади 406 га. Увеличение площади произошло после уточнения. Ландшафтных пожаров 41. В аналогичном периоде было 32 лесных пожара и ландшафтных пожаров было 7. За последние сутки пожаров не обнаружено, действующих пожаров также нет. В аналогичном периоде прошлого года в эту дату действовало 6 лесных пожаров. За последние сутки было ликвидировано 2 лесных пожара. И считаю, что работа противопожарных сил работает слаженно и в режиме. Медицинскую помощь участникам спецоперации и членам их семей также продолжают оказывать в Якутии. С июля прошлого года в Республиканском социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов курсы по реабилитации прошли 90 участников СВО и 71 член их семей. В рамках программы комплексной реабилитации оказывается социально-психологическая и социально-медицинская помощь, направленная на восстановление функционального состояния организма. Все получают индивидуальную психологическую и психотерапевтическую помощь. Эффективность показывает занятия в бассейне самородок и ипотерапия. По соглашению в благотворительном фонде Полежаевых у реабилитантов отмечается положительная динамика, проявляется выносливость и психологическая разгрузка. Эти занятия снимают стресс, улучшают общее состояние, психологическое состояние и поднимает настроение. Участники спецвоенной операции и члены их семей отмечают улучшение состояния по завершении курса реабилитации. 200 кошек разминирования направят якутским бойцам, находящимся на спецоперации. Жатайский завод металлоконструкций изготавливает тактические кошки, применяемые не только саперами и разведчиками, но и другими бойцами. С производством знакомилась Галина Чекурова. Тактическая кошка – незаменимое приспособление в арсенале любого бойца. К Павлу Аргунову, руководителю управления Госстройжилнадзора Республики, обратился участник спецоперации сапер Анатолий Храмов. Он озвучил Павлу Анатольевичу о необходимости в многофункциональном устройстве тактической кошки. Сразу ко мне на ум пришел завод в Жатае,
И я позвонил Кистеневу Анатолию Ефимовичу, бывшему главе городского округа Жатай, для того, чтобы он попробовал переговорить с руководством завода, чтобы помочь нашим бойцам. И вот благодаря Анатолию Ефимовичу, благодаря руководству завода, сейчас вот идет изготовление партии из 200 штук на безвозмездной основе. Тактическая кошка – очень многофункциональное устройство, то есть его можно использовать не только для безопасного разминирования мин, но и для приготовления пищи, а также эвакуации людей. Состоит она из 3 простых деталей, и с этим справлюсь даже я. Одна основная и 2 ведущих. Крепится это все очень просто и очень быстро. Здесь закрепляется карабином, и у вас уже готовая тактическая кошка. Мы посмотрели конструкцию, понимаем, что это ничего сложного для нас нет. Поэтому мы взяли за этот заказ. Взялись, и вот уже 2 недели примерно делаем по 20 штук в день. Сначала она проходит через конструкторское бюро. То есть конструктор у нас разрабатывает вот как бы чертеж этой детали. Потом через флешку передается оператору на машину для раскроя металла. И оператор уже из листа металла вырезает детали. Здесь они уже подгоняются, чтобы не было нигде заусенец, чтобы она легко собиралась. Вот здесь собираем, упаковываем. Тактическая кошка предназначена для выполнения широкого круга задач. В частности, для активного разминирования растяжек и мин, проверки троп и проходов, открытия дверей и многое другое. Например, просто, чтобы оттащить на безопасное место, например, раненого бойца, который находится под обстрелом, либо безопасно там проверить какие-нибудь вещи, которые, например, лежат, а под ним могут быть скрытые какие-нибудь взрывные устройства, да? Специалисты завода уверены, что главная задача тех, кто не находится в зоне спецоперации, должны помогать своим землякам всеми возможными способами. Это была нейтральная страна, дружественная страна, но никак не натовская. Поэтому всем, чем можем, мы помогали и будем помогать. Это нормально. И так должны, я считаю, что все относиться к этому делу. После полного изготовления партии в размере 200 штук тактические кошки сразу будут направлены бойцам, находящимся на территории спецоперации. По словам Павла Аргунова, руководителя управления Госстройжилнадзора, в случае необходимости будет продолжаться работа по дальнейшему изготовлению приспособления. Галина Чкурова, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск продолжается. На сегодняшний день рейсы совершают самолеты «Боинг» из Якутска в Москву и Санкт-Петербург с технической посадкой в Нижневартовске. Как продвигаются ремонтные работы, расскажет наш корреспондент. Уже с 16 июня длина взлетно-посадочной полосы увеличится на 150 метров. На данный период времени уже завершены работы по демонтажу асфальтового покрытия. Далее залили новый бетон. Последним этапом остается заливка выравнивающим слоем участка пандуса. По срокам участок 175 метров должен быть закончен физически до 10 числа для того, чтобы бетон успел набрать прочность. И мы смогли к 16 числу ввести активный участок ВПП 1800 метров. Далее строительно-монтажные работы продолжатся до 15 августа по плану. Благодаря увеличению взлетно-посадочной полосы до 1800 метров появится возможность беспроблемно принять самолет МЧС Б-200 для тушения лесных пожаров. Также прямые перелеты в Москву и Санкт-Петербург будет выполнять только авиакомпания «Якутия». При вылете из Якутска будет производиться техническая посадка для дозаправки в Нижневартовске. Обратный рейс в Якутск будет выполняться без промежуточной посадки. С этого дня
аэропорт Якутск начнет принимать среднемагистральные воздушные суда, например, А320 «Нео», сухой суперджет 100, Боинг 737-800. Это позволит уже летать до Новосибирска, до Иркутска, Владивостока, до Москвы с пересадкой. И получается гораздо больше вместимость пассажиров будет на этих воздушных судах, соответственно. Завершение строительно-монтажных работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск планируется к 15 августа. Затем до октября этого года планируется получить сертификат соответствия, который позволит вернуться к привычному режиму работы аэропорта. Галина Чекурова, Владимир Павлов, Якутск. Продолжается строительство Жатайской судоверфи. Сроки завершения стройки пришлось неоднократно сдвигать. Напомню, в апреле этого года глава республики Айсан Николаев поручил решить вопросы, связанные с удорожанием строительства, совместно с профильными федеральными ведомствами. Какие сейчас ведутся работы на судоверфи, расскажет Надежда Саханская. Создание современного речного флота – вот что обеспечит грузоперевозки в Ленском бассейне, арктической зоне нашей республики и, конечно, Северному морскому пути. С этой задачей должна справиться Жатайская судоверфь, строительство которой продолжается по сей день. По плану здесь должны не только строиться, но также ремонтироваться и утилизироваться суда. Когда все это начнется, неизвестно, как, в общем-то, и сроки завершения строительных работ на объекте. Строительство Жатайской судоверфи стартовало еще в далеком по нынешним меркам 2019 году. Тогда была установлена первая свая. Как гарантировал подрядчик, все работы должны были завершиться еще в декабре 2021 года. Уже тогда объект получил федеральное финансирование в объеме около 4 миллиардов рублей. Вопрос строительства по-прежнему находится на особом контроле правительства региона. Объект по плану строится в 2 этапа. Сейчас его готовность составляет более 60%. Нами поставлен вопрос об выделении дополнительных федеральных средств на удорожание проекта в соответствии с пересмотренной сметной документацией и подтвержденной главгосэкспертизой. Данный вопрос будет ставиться перед федеральным органом в рамках рассмотрения бюджетных проектировок на 2024 год. Удорожание объекта и затяжная стройка связаны с тем, что все работы на судоверфи ведутся по ценам 2018 года. Однако, как заверяет подрядчик, производственный комплекс должен быть введен в эксплуатацию уже в этом году. Но сроки тормозят сразу несколько факторов. Один из основных – нехватка профильных специалистов. Найти даже за серьезные деньги, за большие зарплаты специалистов на сегодняшний момент в сезон очень сложно. Нужно ускоряться, нужно увеличивать объемы выполненных работ, сдавать объемы, осваивать средства, выделенные федеральным бюджетом. Реализация проекта осуществляется в рамках указа главы Якутии об экологическом благополучии региона. Объект включен и в мастер-план Якутска. Проектная мощность судоверфи должна обеспечивать судами потребности арктического завоза, особенно учитывая, что сейчас средний возраст судов Ленского бассейна составляет почти 50 лет при нормативе эксплуатации в 25. Есть задача одна – построить, запустить этот завод. Мы к этому будем стремиться. Есть трудности, я думаю, что нас услышали, и эти трудности будут решаться. Будем плотнее работать с подрядной организацией, у которой есть отставание. Мы его не скрываем, отставание есть. Тем не менее, строительные работы на объекте продолжаются по сей день. По итогам реализации проекта Жатайская судоверфь будет способна производить порядка 10 речных и морских судов в год, что позволит закрыть потребности перевозчиков, оперирующих на северных реках – Лени, Яне и Колыме, а также в акватории Северного морского пути. Однако случится это еще не скоро. Надежда Саханская, Семен Семенов, Жатай. Навигация на Лени идет вот уже месяц. В главный транспортный узел Ленский речной порт спешат суда из Усть-Кута. Доставляют товары первой необходимости и стратегически важный груз для предприятий. Кто везет этот груз в целости и сохранности и каково это работать во флоте, узнала Анна Кожевникова. Капитан теплохода Михаил Латко уже в 4-й раз получает ключ от навигации, хотя открывал судоходную компанию на Лени гораздо больше раз за свои 34 года командования кораблем. Идти первым вслед за льдинами сложно и опасно, признается опытный речник. Конечно, сложно.
обстоятельства разные бывают. И снег, и заряды, и лед. Ну, продвигаемся безопасно. Самое главное – безопасность. В этом году пришли с компанией судов первые, привезли груз 1600 тонн для компании «Сухогруз». И все его рейсы проходят под этим девизом. Сергей работает в «Алрос-Алена» со становления компании уже 25 лет. А вообще его флотский стаж – 44 года. Он потомственный речник. Его отец и старший брат тоже трудились во флоте. Отец мой всю войну прошел. Пришел на флоте, работал капитаном на пароходах, потом на теплоходах, а уже на пенсии он лоцманом проводил суда, БАМ строился. Ну, с детских лет на пароходах очень. Запах пара люблю до сих пор. Свой путь Сергей начинал с рулевого моториста. На его маршрутах встречалось немало трудностей. Ведь судоходство на Лени – это постоянная борьба с препятствиями. А в наводнении 2001 года капитан Михаил Латко спасал ленчан. О ежедневных подвигах потомственного речника лучше всех знает его супруга, которая не расстается с ним ни на один день. Она работает поваром на судне вот уже 21 год. Мы идем и со льдом, и закрываем навигацию. Этот капитан, наш теплоход, обычно открывает навигацию, закрывает. И потемнение, и осадки огромные, и шквальный ветер. В общем, в зоне риска мы находимся. Я не скажу, что вам 6 месяцев, но вот эти периоды, они присутствуют. И первое время я была моложе, я не могла это принять, и вот я волновалась сильно. Это уважаемый капитан его все поленья. Меня тоже все знают, потому что я стрепуха. Любовь Добрынина и не думала, что станет поваром. Она по профессии швея-закройщик. Муж позвал ее на пару лет поработать во флоте, но тот, кто побывал на корабле единожды, редко сходит на землю. Сегодня ее день начинается с готовки, ведь нужно накормить всю команду, к которой супруги Добрынины относятся как к своей семье. Ну, допустим, они после 8 класса уезжают из дома, и вот 4 года учатся в лицее, без папки, без мамки. И приходят такие вот рыхлые, а после навигации самостоятельно рулят. Я уже знаю, кто сидит на вахте. А осенью темнеет быстро, сложности особые, и обстановки порой не горят. И здесь это я знаю, что здесь работает достойная смена, которую сделал Сергей Ильич за 6 месяцев. Ему вообще цены нету. Таких капитанов мало. Это орлы на Лени. А на берегу дома супругов Добрыниных всегда ждут любимые дочки. Это самое важное, чтобы на причале встречали близкие люди после долгих плаваний. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Якутское лето – горячая пора для паромных переправ. Это одна из важнейших и порой даже единственная транспортная артерия для региона. Возможно, именно это и объясняет многокилометровые очереди из желающих переправиться на пароме, а временами доходящие до конфликтов. В проблеме разбиралась и наша съемочная группа. Легковушки, большегрузы, квадроциклы и даже спецтехника. Бывает так, что очередь на паромную переправу начинается еще за много километров до нее. Ну а водителям и пассажирам приходится стоять в очереди в часы пик, а здесь это обычно пятница и выходные дни, до 4 часов. И все это ради одного единственного заветного желания – попасть на другой берег реки Лены. Вот, например, кадры от 31 мая. Очередь на паром со стороны Якутска. Самый настоящий караван из машин растянулся, начиная с улицы 50 лет советской армии. 2 июня пассажиры жалуются на бардак при въезде на переправу, интересуясь, кто же все-таки контролирует местами стихийный заезд. А это уже взгляд с другой стороны. Очередь на паром в Нижнем Бестяхе начинается еще до спуска с берега. Неудивительно, что нервы у водителей и пассажиров начинают сдавать. Видите, как все сейчас накопителей полно, а паромок нету. Вообще безобразно. Расписание, нету расписания. По-моему, не по наполнению едут оттуда с Бестях. Давно вы в очереди стоите? Нет, недавно приехал. В целом, как оцениваете? Долго стоять, быстро проходит, но лучше, хуже стало? Конечно, лучше. Сейчас лучше. Ну, драки нету. Столь плотный пассажиропоток заставил региональный Минтранс увеличить частоту паромного сообщения. На линии Якутск-Нижний Бестях уже работают 14 паромов. 9 на переправе в Даркалахе, еще 5 на соседнем Аяме. Это максимальное возможное количество с учетом имеющихся причалов. В среднем в сутки перевозится 2500 машин.
в пятницу мы предполагаем и знаем традиционно, что это население нуждается в более кратчайшим сроком уехать на тот берег. У нас сейчас запущен режим турбо, так мы его называем. Значит, на прошлой неделе еще не все паромы были на линии, значит, по объективным причинам, то есть паром техника, которая, в общем-то, должна быть исправна в состоянии выходить на линию, и мы к безопасности относимся очень скрупулезно. Значит, поэтому сейчас я подчеркиваю, что все паромы заявленные, 9 максимально в расписании могут одновременно работать, они все на линии. Паромный вопрос поднимается в Якутии каждое лето. В последние годы ситуацию удалось значительно улучшить. Саму переправу оборудовали накопителем и разделителями. Однако вопрос многочасового ожидания под знойным якутским солнцем это пока не решило. Хочется верить, что в период главного праздника республики Сэха жителям Якутии не придется тратить время на ожидание парома. Для того, чтобы встретить праздник на своей малой родине и в хорошем настроении. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Свежий воздух и рыбалка. В соленое озеро микрорайона Марха выпустили 10 тысяч мальков щуки в рамках акции «Чистые берега России». В этом году организатором выступил Якутский хлебокомбинат совместно с якутским филиалом Главрыбвод. Подробности расскажет Марина Захарова. Озеро Соленое некогда пользовалось большой популярностью у жителей Мархи. Люди здесь купались, рыбачили. Но вот уже около 30 лет водоем простаивается, что привело к загрязнению, уменьшению улова, а на берегу с каждым годом стало отдыхать все меньше людей. Ну тут народу бывает раньше много, сейчас воды запустили и плохо ловится. Но так-то есть улов. Вот, посмотрите, это за 3 часа. Ну вот такие караси бывает. Вот. И гальяны, конечно. Ну, раньше ведрами ловили, а сейчас маловато. 2021 год обернулся крупной проблемой. Местные жители обратили внимание на то, что в озеро перестала поступать вода. А это, в свою очередь, приведет к его потере. К 2023 году ситуацию удалось нормализовать за счет обустройства шлюза. Обращали внимание, что озеро начало терять свой вид, вода сильно упала, то есть начала пересыхать. Буквально в прошлом году у нас в рамках безопасной автомобильной качественной дороги было организовано мероприятие по обустройству шлюза. То есть в этом году мы восстановили проточность данного водоема. Следующим шагом стало решение проблем с мусором и уменьшением популяции рыб. Якутский хлебокомбинат в рамках ежегодной акции по очистке водоемов выступил волонтером и провел все необходимые работы для восстановления первоначального вида озера, а также его подготовки к дальнейшему зарыблению. Мы вышли на администрацию поселка Марха. Они нам помогли, выделили земельный участок, мы выделили нам автотранспорт. Ксенофонтов Николай Анатольевич, большое отдельное спасибо ему за это. Да. Помогли, мы тут убрались около берега, да, и сегодня мы запускаем 10 тысяч мальков, частиковых сортов рыб в протоку реки Лена. Однако у местных жителей возникают сомнения, приживутся ли мальки на новом месте. Вопрос возникает из-за специфических особенностей водоема. До этого в озере водились только гальяны и караси. Вот это, я не знаю, вы запустили этих щук, они выживут, не выживут. Почему караси ловятся? Я сам удивлялся, нигде не ловится на удочке, а здесь ловится, потому что карасей больше, чем гальянов. Раньше озеро, походу, примерзало, а гальяны замерзали. А вот караси, походу, там на ив забиваются и живые остаются. Работа над облагораживанием водоема на этом не заканчивается. Уже в следующем году жители смогут провести время у озера в уютных беседках. Организаторы планируют обустроить полноценную зону отдыха. В целом по микрорайону мы должны высадить более 70 единиц кустарников. Тут мы решили организовать мини-сквер. Якутский хлебокомбинат сделает небольшую стелу, да?
Мы организуем тут скамеечки, чтобы люди приходили. Ежегодные акции по уборке озер продолжаются, и целью является не столько создание красивых мест для отдыха, сколько сохранение и поддержание чистоты водоемов. Ведь любое озеро – величайшая природная ценность как республики, так и страны. Марина Захарова, Илья Сыромятников, Якутия день за днем. 100 берез к столетию Алдана. Под таким названием в День защиты окружающей среды в Алдане прошла экологическая акция. К посадке саженцев берез присоединились все желающие. Подробности в следующем материале. На площадке Сывыки вблизи дерева Аал-Лукмас раскинется березовая аллея. 100 берез к столетию Алдана. Так называлась экологическая акция, прошедшая в рамках Дня защиты окружающей среды. Проведение акции было инициировано администрацией района совместно с природоохранными организациями. Итак, что же нам требуется? Все очень просто. Нужно получить саженец. К экологической акции присоединились трудовые коллективы и жители города. К слову, высадить предстояло не 100, а 150 деревьев. Саженцам, которые предоставил Якутлесресурс, от 10 до 12 лет. Березка растет быстро, а срок ее жизни не менее века. К тому же белоствольные красавицы неприхотливы, и алданцы уверены, что саженцы примутся хорошо. Мы отработали, выделили участок, выбрали хорошие березки, которые будут, я думаю, что приживутся и будут радовать глаз. Вот. Здесь, в Алданском районе, я думаю, приживаемость будет у них хорошая. Погода не баловала летним теплом, однако такие условия для высадки саженцев являются как раз оптимальными. Лунки были подготовлены заранее. После внесения в почву чернозема деревца следует зафиксировать и прикопать. А чтобы саженцы принялись, нужно не жалеть воды. У нас не остался равнодушным к этой акции никто. И все организации, предприятия, учреждения, жители Алданского района звонили, узнавали, как им принять участие в этой акции, когда нужно прийти. Очень много вопросов задавали. С посадкой 150 берез алданцы справились быстро. Березовая аллея стала одним из первых масштабных мероприятий по озеленению. Впереди посадка цветов. Мы тоже выступаем с лозунгом. И поэтому на сегодняшний день дети, трудовые площадки, трудовые коллективы начнут при восстановлении погоды высаживать цветы. Озеленение города продолжится. Посадки деревьев и цветов будут произведены на улицах, в скверах и территориях организаций. К юбилею города также планируется акция «100 тысяч цветов». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Срубить нельзя выращивать. Где же все-таки поставить запятую? В вопросе с тольником уже несколько десятилетий спорят биологи, ландшафтные дизайнеры и коммунальщики Якутска. Одни говорят про пользу растения, его неприхотливость к климату. Другие же про опасность и неэстетичный вид. Особенно наступают которые в период цветения тольника. Наша съемочная группа разбиралась в вопросах озеленения столицы. Тот самый пух, воспетый в легендарной песне 90-х, приносит немало проблем жителям центральных регионов нашей страны. Аллергия, насморк, слезы – типичная картина конца весны, начала лета. Ну а жители Якутска заставляет плакать, причем не от радости, его младший брат – тольник. Его в городе повсеместно начали высаживать еще с советских времен. Причем выбирали этот род кустарниковых ив в первую очередь из-за его неприхотливости. Говоря на языке биологов, куда ни ткни, тут и принялся. Однако, как отмечают специалисты, посадили советские озеленители ив не того сорта. И как результат, многие улицы Якутска буквально оказались захвачены этим неприхотливым, но таящим ряд угроз кустарником. Экспериментировали по-разному. В основном это были приезжие специалисты. Они не знали специфики нашего климата, наших городских почв, засоленности не знали. И, конечно, эксперименты ставились очень такие смелые и заведомо неудачные. Минусы такие, что они не очень декоративны. Все-таки наши местные ивы, при том, что в Европе, центральной части России есть очень декоративные ивы, но они просто бы не прижились бы в наших условиях ни за что. Они очень быстро стареют, они очень быстро приобретают неэстетичный вид, у них начинают отмирать кроны и так далее. Ну и в целом у них, конечно, лед пуха. Среди преимуществ – быстрый рост, густая зелень и прекрасная преграда от пыли. Казалось бы, идеальное растение для городского ландшафта. Однако его главная опасность приходит с наступлением лета. Кустарник начинает цвести, укрывая улицы, дворы, близлежащие квартиры покрывалом белого пуха, который при этом крайне аллергенен.
Появляются симптомы тогда, когда аллерген, в частности пыльца, начинает контактировать со слизистыми оболочками. Допустим, слизистые оболочки полости глаз. В частности, это бывают такие проявления, как слезотечение, отек. Допустим, если пыльца контактирует с органами дыхания, это в частности могут быть обострение острого бронхита, обострение бронхиальной астмы. И тут уже проявляются симптомами такими, как кашель, допустим, заложенность, затруднение вообще дыхания легочного, обструкция, удушье может быть. В последние несколько лет в Якутске идет активная работа по вырубке тольника. В частности, в целях безопасности. Кустарник местами разрастается до таких размеров, что задевает своими кронами высоковольтные линии. Безусловно, избавиться от всего тольника в городе в одночасье невозможно. Однако специалисты знают решения и альтернативы. Вот, пожалуйста, перед вами очень хороший пример. В нашем палисаднике растет больше 40 лет желтая акация. Вот ее обрезаем почти каждый год, и они очень хорошо растут, они менее аллергенны, потому что у них пыльцы немного. Очень хорошо идет также береза. Но вот они перед вами тоже хороший пример, но пыльца у них аллергенна, у них пыльцы много. Есть еще черемуха, есть боярышник, правда, у черемухи тоже много пыльцы. Рябина хорошо идет. Да, ель – это самая первая порода, которая очень хорошо приживается, быстро растет. У нее пыльцы немного, она не очень аллергенная, зато она очень красивая. Еще один способ борьбы с тольниками, который позволит убить сразу 2 зайцев – это вырубка именно цветущих женских особей. Так решится вопрос и с пухом, и с сохранностью значимой части зеленых насаждений. А это, вкупе с правильными решениями городской администрации, безусловно, в будущем даст отличные результаты. Петр Васильев, Владимир Павлов, Семен Семенов, Якутск. В школах Нерюнгри с этой недели заработали летние оздоровительные лагеря. А во время каникул будет 3 сезона. В программе различные площадки, направленные на всестороннее развитие детей. Наша съемочная группа побывала в школе номер 15. 3, 4, раз, 2, 3, 4, раз, 2. Посмотрите вы на нас! Посмотрите вы на нас! Первый сезон в самом разгаре. Он начался в понедельник и продлится 21 день. Этот лагерь носит название «Бригантина». Программа исследовательская работа, и мы каждый день проводим исследовательскую какую-то деятельность. Например, сегодня у нас еще по программе квест, изобретение. А вообще каждый раз стараемся узнавать что-то новое, проводим эксперименты. А вообще стараемся развлечь детей. Если погода дождливая, ребята занимаются в помещении школы. Все остальное время проводят на улице. Всего в летний период запланировано 3 сезона. В программе не только развлекательные мероприятия, но и исследовательская и познавательная работа. Сначала мы приходим, делаем зарядку, потом идем на завтрак, потом играем, потом на обед, и нам дают полдник. Мне нравится, что тут весело, тут много детей веселых. Мы занимаемся всякими различными играми, мы гуляем. Мне нравится, как к нам относятся учителя. Вообще добрый и хороший лагерь. Оздоровительный лагерь для школьников рассчитан на детей от 7 до 11 лет. В летний период лагерь примет 50 человек. Здесь же организовано питание, завтрак, обед и полдник. А вся основная программа предусматривает сделать детский отдых более занимательным, насыщенным и полезным. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. В Якутске проводится финал комплексной спартакиады учащихся республики «Спортивные якутяне». За звания лучших борются 1419 юных спортсменов из 32 районов республики. Соревнования станут одними из отборочных для формирования сборной республики на игры «Дети Азии-2024». Подробнее расскажет Мария Кардашевская.
Впервые после 5 лет перерыва в Якутске состоялся финал спартакиады учащихся «Спортивные якутяне». Обряд зажжения огня спартакиады традиционно прошел в доме Арчи. По решению главы республики Арсения Сергеевича с прошлого года в декабре было принято решение о возобновлении этой спартакиады среди школьников. И мы с большим воодушевлением и в целом жители, население, система образования встретила это решение. 6 июня огонь спартакиады торжественно пронесли по стадиону Туймады и зажгли в чаше. Побороться за звание лучших приехали 1300 юных спортсменов из 32 районов республики. Возрождение спартакиады учащихся для них стало большим стартом. В нашей республике всегда уделялось большое внимание детскому спорту. Хочу заверить вас, что эта политика будет и дальше продолжаться. Ранее состоялись отборочные этапы, в которых по всей республике участвовали более 63 тысяч школьников. В школах, а затем в муниципальных районах и городских округах ребята состязались по 27 видам спорта, из которых 9 вошли в финальную программу. Очень волнительно. Иногда волнение подводит очень сильно, и надо собраться и показать хороший результат. В первый соревновательный день в Центре спортподготовки «Триумф» прошли соревнования по вольной борьбе. Соревнования собрали почти 300 юношей и около 50 девушек. Если борьба среди юношей проходила по 13 весовым категориям, то девушки оспорили 4 комплекта медалей. Больше всех золотых медалей в этот день сумели завоевать борцы из столицы Якутии. На их счету 6 высших наград. По 2 медали таких же степеней забрали спортсмены Амгинского, Сунтарского и Ханкаласского улусов. К этим соревнованиям я готовилась месяц и выиграла 2 схватки. И сейчас буду бороться в финале за первое место. Более 150 школьников сошлись за теннисными столами в спорткомплексе «Мадун». Прошли командные соревнования и квалификационные встречи в одиночных матчах, парные игры и финалы в личном зачете. Среди юношей выступило 20, а среди девочек 21 команда. Сильные игроки Мегина Кангаласского улуса, Нерюнгри, вот они сильнейшие у нас. И у девочек тоже Верхневилюйский улус, Мегина Кангаласский, Нерюнгри тоже могут удивить. Ну, тут все на одном уровне, так сказать. А в спортзале главного учебного корпуса СВФУ прошли соревнования по бадминтону. Это новый вид, его впервые включили в программу спартакиады. В нем участвовали 15 команд и 70 спортсменов, которые оспорили медали в одиночном, парном и командном первенствах. Веду сама тренировки настольного тенниса, и там же для разнообразия добавили бадминтон. Вот. И ребята неплохо играют, но для первого раза, я думаю, это хорошо. Так что у нас еще все впереди. Волнение и радость состязания, ожидание успеха и страх поражения. Такие противоречивые эмоции сопровождают участников финальной части спартакиады учащихся. Ведь она послужит одним из этапов отбора в сборную Якутии на предстоящие игры «Дети Азии». Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Определены победители 5-го конкурса грантов главы Якутии. Получателями объявлены более 70 некоммерческих организаций. Общая сумма победивших проектов – 117 миллионов рублей. Конкурс проведен по 16 грантовым направлениям. Подробности в сюжете нашего корреспондента Лены Андреевой. Еще в 2020 году объединили разные гранты и субсидии в единый грант главы Республики Саха-Якутия для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. И за все это время благодаря грантам реализовано около 220 общественно значимых проектов и на общую сумму около 255 миллионов рублей. Всего на конкурс грантов главы Якутии представлено 414 инициатив от более 350 некоммерческих организаций. Победителями объявлены 71 социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Наш регион, он достаточно исключительный, потому что мы первые, кто придумали собственный портал специальный для грантов. Мы, получается, объединили грантовые средства многих органов исполнительной власти под один орган и, соответственно, тем самым увеличив сумму, позволили некоммерческим организациям, даже которые только созданы, участвовать на все суммы, которые им необходимы. Поэтому он у нас достаточно вроде бы и распространен в других регионах, но очень уникален.
Конкурс проведен по 16 грантовым направлениям. С каждым годом количество и качество подаваемых заявок на гранты растет. По многим направлениям победители прошли серьезный отбор и сильную конкуренцию, чтобы стать лучшими. Сейчас мы выиграли грант на сумму 1 660 000 рублей на реализацию нашего проекта «Команда здоровья Якутии». Данный проект направлен на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний в нашей республике. То есть мы совместно с нашими врачами, больницами будем вести профилактику заболеваний и проводить большое количество мастер-классов, обучений по первой помощи, профилактические мероприятия для дошкольного возраста. Ну и надеемся, что реализация данного проекта повысит уровень качества и жизни. Прием заявок на участие в следующем конкурсе начнется в начале 2024 года. Лена Андреева, Георгий Григорьев, Якутск. Уже через несколько недель настанет главный праздник всех жителей Якутии – Эсэх. О том, как идет подготовка к этому дню, расскажет Марфирина Алексеева. В одном из больших цехов столицы пошивом национальной одежды к празднованию занялись уже с начала года. Первым делом закупают материал. Различные полотна высокого качества подбирают с разных концов страны и даже за ее пределами. Так как Эсэх выпадает на знойные дни лета, ценятся материалы на основе льна и хлопка. А для любителей фактуры, формы и переплетения рельефа на ткани закупаются жаккардом. Также особое внимание уделяется новшествам в моделях. Например, в этом году это многоэтажный холодай. Мы каждый раз выставляем новые модели, новые виды тканей. Допустим, вот шили из турецкого жаккарда платье с трехэтажным байбара. Вот такое красивое платьишко разных расцветок. Есть темно-синего, голубого. Есть вот из турецкого хлопка тоже вот трехэтажное платьишко красивое. Можно отметить, что в последние годы заказчики предпочитают более спокойные, природные, даже постельные расцветки, когда как раньше шились платья ярких и пестрых цветов. Интересный факт – пошив платья портные всегда начинают с манжетов. На манжеты рюши, кружева, подготавливаем рукава, потом кокетку. Кокетку закончили, начинаем собирать. На кокетке этажи, вот эти байбара начинаем. Вот, например, вот это платье состоит из 3 байбара. Всего в цехе работает 30 мастеров по пошиву. Помимо холодая, они отшивают мужские камзолы и детские национальные костюмы. Популярны среди населения и аксессуары. Это ажурные зонты, традиционные коврики-сидушки. Поступают и эксклюзивные заказы. К примеру, сегодня это полотно, на котором большими золотыми буквами вышито Саха-Сире и герб Якутии. В готовом виде 2 на 2. Он карта нашей республики. Ее вышивали все клубные формирования нашей республики. Это они вышили так, что как видит свой район. Кто вышивал, кто шил, кто это. Это мы должны все вместе соединить и презентовать 17 июля, в День единого фольклора России. Напомню, Эсэх Туймада пройдет 24 и 25 июня в местности Юсхатын в городе Якутске. В этом году он пройдет под девизом «Якутск – город трудовой доблести». Во время Эсэха по традиции состоятся состязания по национальному многоборью, игры дыгына, конные скачки и обширная культурная программа. Марфирина Алексеева, Георгий Григорьев, Якутия день за днем. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели итоговую программу «Якутия день за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.